Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. Борьба с пандемией – дело всего мира. Россия намерена производить 30 миллионов доз вакцины от COVID-19. Дом для собак стоимостью 13 миллионов рублей. В Ленске появился приют для бродячих животных. В Якутске вернулись к тренировкам по некоторым зимним видам спорта. Касается это сборных команд. Россия намерена производить 30 миллионов доз вакцины «Спутник В», начиная с марта. Об этом сообщил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН. Россия будет производить десятки миллионов доз вакцины в ключевых регионах мира, среди которых Индия, Бразилия, Китай, Корея и Аргентина. Уже достигнуто соглашение с этими странами о поставке и производстве 500 миллионов доз вакцины, начиная со следующего года, сказал Дмитриев. Также он отметил, что российская вакцина будет самой дешевой из представленных на рынке аналогичных препаратов против коронавируса. Тем временем в Якутии за сутки выявили 214 новых случаев COVID-19. Из них, по информации оперштаба, в Якутске заболели 110 человек. В Нерюнгринском районе 11, в Алданском и Мирнинском по 10 случаев. 8 человек с коронавирусом выявили в Горном и Мегино-Кангаласском районах. В Намском Улусе 6 заболевших. В остальных районах от 1 до 5 новых случаев. За сутки лаборатории республики провели более 3500 исследований на коронавирус. В последнее время появилось достаточно много противоречивой информации в части возможности непосредственно разрешения такого вопроса, как корпоративные мероприятия. Еще раз обращаю ваше внимание, в соответствии с указом главы Республики Саха-Якутия, все массовые мероприятия свыше 15-20 человек, они запрещены на территории республики, не допускается их проведение. Однако при проведении корпоративов, в специализированных учреждениях в обязательном порядке должны соблюдаться требования, предусмотренные уже сегодня не рекомендованные, а правила, установленные действующим и являющиеся нормативной базой Роспотребнадзора по Российской Федерации и здесь территориальное управление Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия. Поэтому в случае, если принято решение о проведении того или иного корпоративного мероприятия, просьба большая непосредственно соблюдать указ главы Республики Саха-Якутия и требования РПН. Более 16 тысяч родителей воспользовались льготными тарифами для многодетных семей в Якутии. В прошлом году, благодаря поддержке главы региона, принят закон о статусе многодетной семьи, в соответствии с которым это понятие было расширено. По информации авиакомпании «Якутия», всего с 2019 года, с начала реализации авиаперевозок по льготным тарифам для многодетных семей, субсидированными авиабилетами воспользовались более 16 тысяч родителей. С момента вступления в силу закона совершено более 11 тысяч таких авиаперевозок. Отметим, что в Якутии сохраняются традиции многодетности. По данным на начало года в республике проживает более 29 тысяч многодетных семей. В России продолжается осенняя призывная кампания. Из Якутии на срочную службу должно быть отправлено около 1000 человек. Сейчас явка призывников составляет около 700. Сотрудники республиканского и городского военкоматов принимают все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса. Все призывники проходят обязательное двойное тестирование по прибытию на республиканский сборный пункт и при отправке в войска. Для соблюдения всех мер предосторожности в Якутске медкомиссию призывники проходят не в здании городского военкомата, как раньше, а в общежитии Якутского индустриально-педагогического колледжа. Военный комиссариат напоминает гражданам, подлежащим призыву, что уклонение от срочной военной службы является уголовным преступлением. Все призывники на путь следования и на период проведения призывных комиссий обеспечиваются масками медицинскими, средствами защиты. Мы организовали, проводим барьерный контроль. На сборный пункт допускаются только граждане, прошедшие, еще раз повторяюсь, тестирование. Не только призывники наши, а также сотрудники военкомата тестируются. То есть мы полностью исключаем возникновение и вспышки всех вот этих заразных инфекций. На период следования до воинской части также все призывники обеспечиваются масками и средствами защиты. Наши ребята отправляются отдельными командами в отдельных самолетах, то есть они ни с кем не контактируют.
В Ленске появился приют для собак. Его строительство ожидалось около 7 лет, а на возведение потребовалось 13 миллионов рублей. Объект площадью 1200 квадратных метров состоит из площадки с 30 уличными вольерами. Городские власти надеются, что это уменьшит количество бесхозных собак на городских улицах. Подробности в материале далее. Алая кровь на белом снегу, как пятно на репутации тех, кто много лет защищает безнадзорных собак в Ленске. 8-летнего школьника по дороге домой покалечили огромные бродячие псы. Это событие, произошедшее в январе 2020 года, разделило город на два лагеря. Сейчас мальчик в порядке. Историю передавали из уст в уста, планировали отстрелы и почему-то винили во всех бедах небольшую волонтерскую организацию. Я абсолютно уверена, 100%, что у каждого из вас, абсолютно у каждого, есть знакомый сосед, сосед соседа, который выпускает свою собачку на самовыгул. Вы какие-то меры приняли к нему? Нет. В марте глава Ленска вместе с волонтерами собрали неравнодушных граждан в общем зале. После взаимопретензий пришли к выводу – приюту для животных быть. Спустя полгода на деньги районной и городской администрации строители закончили его возведение. Мы построили здесь новое здание, мы приобрели холодильник на летний период, поставили 30 вольеров, приобрели автомобиль для отлова животных, приобрели, скажем так, гуманные средства лова собак, потому что сегодня усыплять, отстреливать, как вы знаете, да, это запрещено. Поэтому я надеюсь, что этот приют будет работать. Последние 2 года в ленских пунктах передержки клетки переполнены. Все потому, что законом запретили эвтаназию и отстрел. Теперь только отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск. Проектировщики предусмотрели в новом здании отдельное помещение для медицинских манипуляций. Сейчас, когда мы оборудуем хирургический кабинет, я думаю, что стерилизации прямо здесь можно будет на месте проводить. Потому что увести и привести, и для собаки стресс. Мы же ее отлавливаем еще петлей, пересаживаем в спецмашину, затем там проводятся все манипуляции с уколами, усыпление и потом обратный приезд. Агрессивные же особи должны оставаться в приюте до конца своей жизни, а значит и мест для их содержания должно быть больше. Сейчас на пункте передержки около 60 собак, и каждый день вольеры пополняются подкидышами. В планах администрации установка еще 30 клеток. Ксения Журавлева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Красноярская фабрика елочных игрушек выпустила коллекцию новогодних шаров в масках. Сотрудники фабрики вручную изготавливают и расписывают новогодние шары из новой коллекции, выпущенные специально, чтобы выразить поддержку покупателям, которым также приходится носить защитные маски. Медицинская маска стала своеобразным символом этого года, что, по словам художницы фабрики, и натолкнуло мастеров на идею коллекции для ежегодного обновления ассортимента. По словам руководства, спрос на шары в масках резко вырос уже спустя неделю после презентации коллекции. Заказы на них поступают со всей России. Производство работает в усиленном режиме, выпуская около 100 игрушек в день. Таким образом, может быть, хотели как-то поддержать наших покупателей, то есть немножко создать им настроение все-таки новогоднего праздника с таким необычным акцентом. В столице республики возобновлены тренировки по некоторым зимним видам спорта. Послабления касаются тренировочного процесса сборных команд. Так, в спортивном комплексе «Элей-Ботур» на лед вышли юные хоккеисты и шорт-трекисты. Это те ребята, которые защищают честь республики на всероссийских соревнованиях. Для спортсменов также открыт новый интерактивный зал, где можно тренировать реакцию, отрабатывать точный пас и корректировать катание на коньках. Мы совместно с Министерством спорта провели большую работу и в рамках национального проекта «Демография. Спорт. Норма жизни» приобрели спортивное оборудование. Это хоккейные борта, новая заливочная машина, тренажеры для тренажерного зала и интерактивные тренажеры для хоккеистов. А в столице Алмазного края в детском саду «Белоснежка» восстановили работу бассейна. Реставрации бассейнов проводят и в других детских садах Мирного. Подробности у наших коллег. Занятие по плаванию теперь стало самым любимым времяпрепровождением среди воспитанников детского сада «Белоснежка». О былых уроках плавания в садах города Мирного уже все давно позабыли. Бассейны не использовались более 15 лет.
Сейчас же оздоровительное плавание 2 раза в неделю посещают ребята от 3 лет. Это средние, старшие и подготовительные группы. Уроки плавания длятся около 30 минут. С малышами занимается инструктор. Сначала это общеразвивающие упражнения на суше, затем тренировка в чаше бассейна. Такие занятия способствуют развитию силы и выносливости почти всех мышц тела, при этом колоссально укрепляя дыхательную систему. Очень большой интерес, и каждый родитель пожелает своего ребенка оформить в детский сад, где имеется бассейн. У нас 100% посещаемость. Согласно Санпину и положению о бассейнах, справка должна обновляться каждые 3 месяца. Это сдается анализ на яйцеглист. Справочку приносят в детский сад о том, что ребенок может посещать бассейн. Полностью заменена система подогрева и очистки воды. Современное устройство круглосуточно фильтрует и обеззараживает воду через ультрафиолетовый комплекс. Бесперебойную работу и качество воды обеспечивает отдельный специалист, прошедший специальное обучение. Ежедневно мы записываем в журнал, ведем учет качества воды. Температура у нас в бассейне 30 градусов, воздуха у нас 31-32. Запах хлора не ощущается из-за того, что в воду поступает газообразный хлор. Возобновить работу бассейнов удалось благодаря финансированию акционерной компании «Алроса» и Мирнинского района. На реконструкцию объектов выделили 30 миллионов рублей. На данный момент ведутся ремонтные работы еще в 2 учреждениях города. Это детские сады под номером 3 и 54. Здесь проводится полная реконструкция, так как техническое состояние помещений не соответствовали санитарным нормам. Также применены решения по автоматизации приточной вентиляции, вытяжной вентиляции. Обеспечивается в бассейне необходимая влажность и необходимый воздухообмен. Значит, дизайн-проект выполнялся, и, как вы видите, уже стеночки у нас такие очень красивые, из мозаичной плитки, с расцветкой такой нестандартной. Планируем уже все в новом году запустить бассейн уже, и полный рост обеспечивать как раз образовательную деятельность. На сегодняшний день на территории Мирнинского района действует 6 детских садов с программой оздоровительного плавания. К концу года таких учреждений станет 8. Марферина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. К этому часу это все новости. Берегите себя и своих близких. Не забывайте носить маску и соблюдать безопасную дистанцию в общественных местах. Увидимся на канале Якутия-24.